Здравствуйте, почему именно профессия повара-кондитера? Айман, я изначально не планировала быть кондитером. Я очень долго хотела быть врачом, но я не жалею о том, что я закончила на повара-кондитера. Потом последующее обучение у меня было технолог-менеджер, инженер-технолог, потому что это самая лучшая профессия на Земле. Вы считаете, что профессия кондитера – это творческая профессия? Мало того, что это творческая профессия, границ для творчества в кондитерском искусстве нет вообще, от слова совсем. Какое ваше самое любимое изделие? Но если кондитерское изделие, то я очень люблю домашнюю выпечку. Именно мне нравятся такие как медовик, торт, Наполеон, сочетание вот такого вот хрустящего теста, нежного крема. А студенты часто ошибаются? Да, конечно же, часто ошибаются, и это нормально. Что, так можно? Можно. А это вообще нормально? Это часть процесса, потому что не ошибается, кто-то не работает. Анализируя свои ошибки, мы как раз прокачиваем свои навыки. Какие качества нужны будущему повару-кондитеру? В первую очередь желание работать в этой профессии, потому что желание берет города, сворачивает горы, целеустремленность, желание работать, желание много работать, потому что работа требует выносливости, но зато это потом сторицей вам воздастся. А что вы считаете насчет трендов в кондитерском деле? Это очень актуально, потому что мы живем в 21 веке, у нас есть соцсети, эти тренды очень быстро распространяются. Недавно был очень в тренде торт «Красный бархат», и ему на пятки стал наступать торт «Молочная девочка». А как ворвался в нашу жизнь такой тренд, как дубайский шоколад, да? И теперь даже на основе дубайского шоколада, на основе этого тренда, кондитеры начали дорабатывать многие рецепты, допустим, тот же чизкейк дубайский шоколад, торт дубайский шоколад, конфеты дубайский шоколад. Их очень много трендов. Зефирные букеты сейчас очень популярны. Клубника в шоколаде уже стала частью нашей жизни. И здесь нет предела. Будем с удовольствием ждать следующие тренды. Какое блюдо вас удивило первый раз? Меня всегда удивляли блюда моей мамы, которая готовила их. Несмотря на их простоту, они отличались очень вкусом запоминающимся. Я до сих пор помню этот вкус этих блюд. А еще я очень запомнила, когда мы ездили в юном возрасте с своим родственником в Башкортостан, и моя тетушка приготовила нам шанги с картофелем в русской печи. Для меня это было очень удивительно. И этот неповторимый вкус я помню до сих пор, потому что больше я такой вкус никогда не встречала. И очень хотела бы еще раз повидать свою тетушку, поехать туда и попробовать ее блюдо. Звучит очень аппетитно. Жаль, у меня нету тетушки в Уфе. Я бы попробовала. Какой вы совет дадите нашим студентам? Ну, вам в первую очередь хочу пожелать большой удачи на профессиональном поприще, стать первоклассными специалистами, которые всегда будут востребованы. Конечно же, работать и получать от этого максимум удовольствия. Удачи вам! Спасибо, Зинюш Разифадовна, за такой сладкий разговор.